Киеве провели литературный вечер к 75-й годовщине со дня рождения крымско-татарского писателя Шакира Селима. Собравшиеся вспомнили о его вкладе в крымско-татарскую литературу и культуру в целом. Как проходило мероприятие, в нашем сюжете. В национальных костюмах дети читают стихи Шакира Селима. Крымско-татарскому поэту, писателю и публицисту 10 апреля исполнилось бы 75 лет. Родился он в Крыму, в исчезнувшем уже селе Биюк-Ас. Во время депортации он вместе с семьей попал в Узбекистан. В 21 год начал публиковаться, переводил произведения Пушкина, Лермонтова, Шевченко. Пьесу «Макбет» Шекспира в его переводе поставили в Крымско-татарском театре в Симферополе. Я пишаюсь, те, що я його знав, і те, що грав вистави. Якщо б не допомога професійна, людська Шакіра Селима, то я вважаю, що досить багато чого не з'явилось б на сцені Кримськотатарського театру. Ну, насамперед, це вистава «Макбет». Вона була двомовна в нашому театрі. Ми грали її кримськотатарською мовою, саме в перекладі Шакіра Селима. Во время литературного вечера, который прошел в Киеве, собравшимся показали фильм о Шакире Селиме. Он был не только поэтом, но и активным политическим деятелем. В Меджлисе возглавлял комиссию по развитию крымско-татарского языка и литературы. Даже в тяжелом состоянии все время у него в голове были, как прошло заседание, какие вопросы обсуждали. А вот его произведения, которые, скажем, брежневские времена, в основном у него такие вот нравственные, культура, язык, но в то же время восхваляющий, скажем, коммунистическую партию, такого у него не было. На встрече вспоминали, каким был Шакир Селим, а те, кто не смог приехать, записали воспоминания на видео. Я уверена, поэты не умирают, они живут в своих произведениях. Таких людей надо нам всегда помнить. Вот на таких людях мы все должны держаться всегда. Шакир Ага в нашей душе, в нашей памяти. И я думаю, что это хороший пример для дальнейшего нашего молодого поколения. Чтить и помнить таких выдающихся людей. Шакир Ага никогда не писал удобные вещи. Он всегда освещал какую-то проблему. И больше всего эта проблема была именно возвращение крымских татар, переживание за родину, за свой народ. Имя Шакира Селима золотыми буквами вписано в историю крымско-татарской письменности, считают поклонники его творчества. Он до последних дней служил своему народу и делал все возможное для развития родного языка и культуры. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Роман Спиридонов, Заман, АТР.